Воспоминания В. Тимохова, заместителя председателя Московской секции ветеранов 263-й Севашской стрелковой дивизии, опубликованный в газете «Грозненский рабочий» 9 мая 1985 года. Это отрывок из книги «Чеченцы и ингуши в Великой Отечественной войне» автора Хожахмеда Берсанова. Отважным был бойцом. В ноябре 1943 года, после окончания Киевского военного училища связи, я, 19-летний младший лейтенант, прибыл на должность командира взвода связи 3-го стрелкового батальона 997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии, которая находилась на полуострове Тюй-Тюбе, что на северном побережье Крыма. Здесь я крепко подружился с командиром взвода пулеметной роты Кокой Дудаевичем Мадаевым из Чечено-Ингушетии. Это был коренастый, подвижный, выносливый боец. Когда у нас, молодых, уже не хватало сил с парой мин под мышкой вновь преодолевать холодные соленые воды Севаша, Мадаев острыми прибаутками возвращал нам силы. В начале 1944 года мы атаковали позиции фашистов в направлении на Джанкой, прорвали оборону и устремились на оперативный простор Степного Крыма. Командир 3-го батальона майор Батриддинов, скомандовав за мной, покинул наблюдательный пост и ринулся за удаляющейся пехотой. Я, прихватив катушку кабеля и телефонный аппарат, старался не отставать от него. И вдруг я увидел, что фельдшер 2-го батальона, лейтенант Женя Сатарова, перевязывает лежащего у бруствера траншеи Мадаева. Оказалось, что его прошила автоматная очередь фашиста. Я помню, когда командир батальона подошел к нему, Мадаев сказал: «Эх, так и не пришлось мне дойти до победы». И это были последние слова моего старшего друга и наставника. Посмертно Мадаев награжден орденом Отечественной войны первой степени. Знаю, что в Грозном жил его брат. Может быть, он или другие родственники Мадаева откликнутся, и мы, ветераны дивизии, сможем рассказать, как отважно воевал наш боевой товарищ Кока Мадаев. Это отрывок из книги Хожахмеда Берсанова «Чеченцы и ингуши в Великой Отечественной войне». И этот отрывок взят из газетного материала, опубликованного еще в 1985 году. Мы надеемся, конечно, что в свое время однополчане Мадаева смогли связаться с его родственниками и рассказали им, как погиб их боевой товарищ.